Значит, я хотел бы сегодня представить отчет нашего учреждения о работе за 2024 год. Ну, поскольку мы этот публичный отчет представляем впервые, значит, в связи с тем, что в отрасли культуры такой практики особо у нас не было, вот, поэтому я бы хотел рассказать в первую очередь об истории, краткую историю нашего учреждения, его цели, задачи. Так, ну, музейный комплекс «Моя история» создан в 2017 году во исполнение поручения президента Российской Федерации от 21 апреля 2016 года и стал региональным оператором федерального проекта, который называется «Исторический парк Россия. Моя история». Почему вот нас немножко иногда путают, да? То есть, федеральный проект – это «Россия. Моя история», исторический парк, а учреждение называется «Музейный комплекс «Моя история». То есть мы являемся операторами федерального проекта. Идея проекта принадлежит Патриаршему совету по культуре и поддержана президентом России, Министерством культуры России, Министерством просвещения России и целым рядом регионов России, которые вошли в этот проект. Главный замысел проекта – это создание такого живого учебника истории. Это для того, чтобы была возможность представить историю страны на понятном для молодежи языке информационных технологий, сделать ее удобной для восприятия представителями самых разных возрастов, увлечь историей своей страны. Цель проекта, соответственно, укрепление патриотизма, развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, ну и становление граждан, в первую очередь, становление граждан, неразрывно связывающих свое будущее с Россией, ее историей, культурой, ну и, конечно же, те люди, которые будут дальше строить нашу страну. Научную основу проекта составляют мультимедийные выставки по истории России и региональной истории, разработанные ведущими профильными экспертными организациями нашей страны и Республики Саха-Якутия. Это Институт истории РАН, это МГУ, это РГГУ. Содержание выставок по региональной истории разработано Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения РАН, СФУ имени Максима Кировича Амосова и с привлечением других специалистов, других экспертных организаций нашей республики. Проектом предусмотрено проведение большого комплекса просветительских и культурно-массовых мероприятий, приуроченных к памятным датам, государственным праздникам России и Якутии, иных просветительских проектов и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, историческое просвещение жителей всех возрастов. По состоянию на 2024 год в России насчитывается уже 26 исторических парков, последние из которых были открыты в городах Луганск, Луганская область, и Мелитополь, Запорожская область. Общая посещаемость исторических парков за истекший период уже составила более 25 миллионов человек. Мы стали шестым по счету историческим парком в стране и первым в ее восточной части, что весьма почетно и знаково. Открытие состоялось у нас 19 октября 2017 года. Такой особенностью, тоже позитивной, нашего исторического парка является то, что мы имеем отдельно стоящее здание со всей, значит, инфраструктурой, коммуникациями и так далее. Да, общая площадь нашего здания составляет почти 9 тысяч квадратных метров, и технологическую основу нашего музея, так, это я еще не нажал, составляют 315 проекторов, 170 информационных столов, тач-панелей, как мы их называем, 60 серверов, ну и 28 Kinect-систем. Основным видом деятельности учреждения является музейная деятельность, АКВЭД 9102. Необходимо отметить, что большинство исторических парков до 2024 года функционировали как учреждения культуры. И, собственно, и создавались как учреждения культуры. Начиная с 2023 года встал вопрос об организации одноканального финансирования системы исторических парков в России через программы и проекты Министерства просвещения России.
В связи с этим был осуществлен переход, в том числе и нашего учреждения, из ведения культуры в ведение образования. То есть мы стали подведомственным учреждением Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, и такой переход был полностью осуществлен 1 июня прошлого года. Но важным моментом является то, что мы остались, собственно, музейным учреждением по основному АКВЭДу. Вот. Что я считаю тоже таким немаловажным нюансом. Вот. Так. Государственное задание учредителя у нас осталось прежним и включает посещаемость выставок и мероприятий, то есть посещаемость нашу, да, и экскурсионное обслуживание. Плановые показатели государственного задания составляют 75,5 тысяч посетителей и 430 экскурсий. Превышение показателей составляет 168% и 104% соответственно. Также мы, как музейное учреждение, активно занимаемся формированием музейного фонда. По состоянию на сегодняшний день в Госкаталог Музейного фонда Российской Федерации включен 601 экспонат основного фонда. Научно-вспомогательный фонд включает 1493 единицы хранения. Ну, среди экспонатов можно отметить фотофонд известного фотографа Доброхота, в которых отражены политические, социально-экономические, культурные явления и события нашей республики конца 20-го и первого десятилетия 21 века. Есть предметы, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, личные вещи геолога, члена-корреспондента РАН Сергея Обручева, переданные его дочерью. Фонд содержит останки самолетов, которые потерпели крушение при перегоне по трассе Алсиба. И другие экспонаты. Штатная численность нашего учреждения составляет 38 единиц. При этом нужно отметить, что средняя штатная численность, я об этом не забываю говорить на всякий случай, в исторических парках России составляет 60 штатных единиц. Так, средний возраст наших сотрудников 39 лет. Это тоже очень такой позитивный момент. Здесь представлена, значит, краткая структура нашего учреждения. На слайде приводится статистика нашей посещаемости за последние 3 года. Вот мы видим, что в 2024 году мы достигли пикового значения. То есть до этого у нас было, значит, самый большой показатель, это был 2019 год, кажется, да, Евгений Васильевич? 112 900 человек. То в этом году, в 2024 году мы достигли 126 681 посетитель, он через нас прошел. Но, конечно, мы это связываем в какой-то мере, в определенной степени с крупными республиканскими мероприятиями и событиями, такими как «Дети Азии». Были крупные очень мероприятия, такие как фестиваль беспилотных систем, фестиваль науки, крупные федеральные, наши региональные выставки, ну а также большей вовлеченностью непосредственно в мероприятия, проводимые по линии Министерства образования и науки нашей республики. Теперь, что касается нашей выставочной деятельности. В 2024 году нами реализовано 36 выставочных проектов, посетителями которых стали 71 277 человек. Выставки можно условно разделить на выставки федерального уровня, которые к нам приходят по системе исторических парков, ассоциации исторических парков, и созданные и принятые на вооружение вот, как бы нашим федеральным оператором, фондом гуманитарных проектов, которые созданы коллективами исторических парков из других регионов. Важно отметить, что когда вот этот сам проект системы исторических парков замышлялся, в его основу была положена возможность технологическая одномоментно по всей стране переключать, включать тот или иной контент. Вот, об этом тоже нужно помнить. И в известном смысле эта задача реализована.
Среди таких выставочных проектов можно отметить выставки «Просвещение. Большие перемены», которая охватила все этапы развития образования, начиная с советских времен по настоящее время, и планы до 2030 года. Выставку посетили более 3200 человек. 80 фактов о блокаде Ленинграда. К 80-летию полного снятия блокады Ленинграда мы в прошлом году эту выставку запустили. Ее посетило у нас 3500, большинство из которых школьники. То есть вот тут мы очень хорошо по ней отработали системой образовательных учреждений, за что им тоже большое спасибо. «Россия миру». Выставка представила ретроспективу развития российской и советской науки, ну и вклад наших ученых в мировую науку. Выставку посетили более 4000 человек. Крупным и очень важным, уже ежегодным проектом стала выставка «Лаборатория будущего», направленная на раннюю профориентацию школьников с 6 по 11 классы. Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка труда, открывает для них более 400 востребованных в современное время профессий, с учетом российского, конечно, рынка профессий, в привычном для школьников в игровом формате, при помощи симуляторов и мультимедийных технологий. Проект реализуется нашим историческим парком уже 4 года, совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Министерства образования. Плановый показатель 2024 года нами выполнен в полном объеме. Выставку посетили 4100 школьников. Что касается наших собственных выставочных проектов, то в 2024 году было создано большое их число, либо самостоятельно, либо с партнерами. «Сплав науки и отваги». Выставка, рассказывающая историю воинов-якутян с начала XIX века по настоящий день. На выставке можно было увидеть редкие предметы из личной коллекции офицера инженерных войск, командира отряда ППЛА, участника СВО Анатолия Храмова и его сослуживцев. Выставку посетили 866 человек. «Огненные годы. Об участии якутян в Великой Отечественной войне». Уже второй год мы являемся одной из основных площадок проведения Республиканского антифашистского форума. В 2024 году в рамках форума проведены выставки без срока давности совместно с Якутским музеем о преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны и в наши дни с охватом 2409 человек. Якутский ОМОН «Бизон» на защите Отечества. Эта выставка сейчас находится на первом этаже, можно ее посмотреть. Она, значит, у нас оформлена совместно с Росгвардией по республике. В 2024 году мы также реализовали очень крупный выставочный проект в рамках игр «Дети Азии» по заказу дирекции игр «Дети Азии». «Дети Азии. От идеи к истории», посвященная первому президенту Якутии Михаилу Ефимовичу Николаеву. Охват выставки составил 6539 человек. Также в рамках культурной программы международных детских игр была создана выставка «Ар-Саха» на основе работ художницы Светланы Иннокентьевой о культурном и духовном наследии нашего народа. Охват 3364 человека. Буквально вот недавно завершила работу выставка у нас по заказу якутской топливно-энергетической компании «Сахатранснефтегаз». Выставка «Энергия из недр. Как газ меняет наш мир», которая показывает, как природный газ прошел путь от объекта древнего поклонения до важнейшего элемента современной экономики. Соорганизаторами выступили Министерство образования и Министерство промышленности. Охват 2104 человека. Выставка «Золото рядом», посвященная столетию золотодобывающей промышленности Якутии. Эта выставка является совместным проектом компании «Полюс» и Политехнического музея, город Москва. Значит, она, как я уже сказал, приурочена к столетию золотодобывающей промышленности нашей республики и показывает полный цикл добычи золота. Она тоже сейчас здесь находится, и можно будет ее, я вас всех приглашаю ее посмотреть. Также были организованы две выставки на тему культурного наследия нашей республики. Это персональная выставка художницы Екатерины Суржаниновой «Митчайле»,
творчество молодой художницы всецело связано с коренными малочисленными народами Севера и Арктикой. На выставке представлены работы, написанные в 3 районах Якутии: Нижнеколымском, Тампонском, Аймиконском. И выставка «Код предков», которая была проведена совместно с Оленёкским историко-этнографическим музеем народов Севера. И на выставке был представлен уникальный тунгусский бисерный кафтан XVIII века и другие экспонаты культуры эвенкийского народа. Эта выставка проходила под эгидой Министерства культуры и духовного развития республики. Музейный комплекс сегодня является крупным республиканским просветительским и культурным центром. Мы являемся местом проведения крупных мероприятий общереспубликанского и федерального уровня. Важнейшей нашей функцией, конечно же, является работа с подрастающим поколением. На это направлен очень широкий спектр мероприятий, проводимых как самостоятельно, так и с нашими партнерами, многие из которых сегодня здесь присутствуют. Всего в прошлом году нами проведено 90 просветительских мероприятий и 118 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие около 40 тысяч человек. Просветительская работа музейного комплекса включает разные формы: лекции, кинопоказы, конференции, уроки мужества, тематические экскурсии, викторины, квесты, тренинги. Что касается культурно-массовых мероприятий, то они пронизывают всю жизнь музейного комплекса, и об этом мы расскажем ниже. Суть перехода в систему образования, конечно, мы налаживаем конструктивное, плодотворное сотрудничество с образовательными учреждениями. Это не говорит о том, что мы не работали с ними, но сейчас мы более плотно планируем совместную работу. Одной из таких важных организаций является региональный ресурсный центр «Навигаторы детства», который объединяет 766 советников директоров образовательных учреждений по воспитанию. Наша совместная работа осуществляется на основе плана единых действий, дней единых действий, которые проводятся в целях формирования у подрастающего поколения активной гражданской позиции, развития интереса и ценностного отношения к истории своей страны, создания условий для сотрудничества и творческого диалога участников образовательных отношений, формирования системы ценностей современной России. Одним из апробированных нами совместных проектов являются онлайн-уроки. В октябре и ноябре нами проведено 2 онлайн-урока. Первый урок о жизни и деятельности Степана Максимовича Аржакова провел ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Егор Петрович Антонов. Конституционный урок ко Дню Конституции провел профессор СФУ Александр Николаевич Кимкимен. Примечательно, что охват каждого из таких уроков превышает 1000 человек. И такая форма работы показала очень высокую востребовательность у образовательных организаций. 29 января мы проведем урок, посвященный Дню полного снятия блокады Ленинграда. Большой комплекс мероприятий проводится нами по направлению военно-патриотического воспитания подрастающего поколения совместно с нашими партнерами. Это Якутская кадетская школа-интернат, Движение Юнармия, Республиканский военкомат, ДОСААФ, ветеранами вооруженных сил. Мы с большой надеждой смотрим на совместную работу с региональным отделением Общества знания и уже провели ряд очень значимых просветительских мероприятий. В 2024 году мы провели форум «Российский Крым. 10 лет спустя». 250 участников. Лекцию ко Дню космонавтики. 117 участников. А также презентацию книги писателя-политика Николая Старикова «Террор. Зачем и кому он нужен?», что очень актуально. А также лекцию для студентов СВФУ. Несомненно, мы проводим самые разнообразные всероссийские образовательные и культурные акции, такие как диктант Победы, большой географический диктант, этнографический диктант, тест по истории Отечества мы недавно провели совместно с молодежным парламентом республики, тотальный диктант, ночь музеев, ночь кино. Как я уже отметил, мы являемся и местом проведения, и активными участниками крупных республиканских мероприятий. В прошлом году здесь прошли фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба», 3000 участников, фестиваль
0+, 1000 участников. Среди крупных республиканских мероприятий можно отметить молодежный технологический форум «Горизонт», направленный на развитие инженерного образования и мышления у молодежи. Детский фестиваль «САИН», приуроченный к Году семьи в День защиты детей 1 июня 2024 года. Очень интересный фестиваль, который был проведен совместно с фондом будущих поколений республики, совместно с нами. К 375-летию со дня образования пожарной охраны России прошла выставка специализированной техники МЧС России, МЧС Якутии. Было представлено более 20 единиц техники нового образца, пожарных подразделений, которые предназначены для работ в суровых условиях северного климата. Такие выставки традиционно вызывают очень большой интерес у жителей, и не только жителей микрорайона Прометей. 25 октября прошла профориентационная площадка «Фестиваль профессий» в рамках 4-го республиканского молодежного форума «Профессионалы Якутии». Так. Всего фестиваль посетило 3952 человека. Большое количество наших мероприятий направлены на реализацию семейной демографической политики. Несомненно, в год семьи в России и в год детства в нашей республике мы уделили особое внимание этому направлению работы. Реализуются новогодние программы, программа «Семейный выходной», семейные экскурсии, родительский лекторий, разнообразные мастер-классы. Кстати сказать, новогодние программы нашего музея вот в эти новогодние праздники посетило более 2700 человек. Музейный комплекс в своей работе большое внимание уделяет не только просветительской работе по теме специальной военной операции. Мы активно участвуем и в реализации мероприятий по поддержке наших воинов и членов их семей. В музее уже 1,5 года работает филиал общественного движения «Боевые шелкопряды Якутии». В этой работе приняло участие 15 человек, сотрудников и волонтеров, большинство которых пенсионеры, и вот непосредственно наши сотрудники, которые здесь присутствуют. Изготовлено и отправлено нашим бойцам 250 маскировочных сетей за этот период. Также нашлемники, теплые вещи. Уже 2-й год мы проводим с общественными активистами утренник для детей, участников СВО с цирковой программой. В прошлом году, в этом мероприятии принял участие 221 ребенок. В 2024 году, вот буквально недавно, 330 детей. Вместе с управой автодорожного округа мы в прошлом году провели мероприятие, посвященное Дню матери. 8 марта, Дню защиты детей. Здесь у нас налажено очень продуктивное сотрудничество. Музейный комплекс «Моя история» работает по программе «Пушкинская карта». Мы эту работу продолжаем и достигаем определенных тоже результатов. Важной особенностью нашей работы в медиасфере является наличие собственного профессионального медиацентра, который организует не только освещение мероприятий, но и онлайн-трансляции, изготовление разнообразного медиаконтента, его широкую популяризацию посредством телевидения и других информационных ресурсов. Я думаю, что все, кто здесь присутствует, наверное, видели нас по телевизору, и вот это работа как раз этого медиацентра. Далее, основные направления нашей работы на 2025 год – это, конечно же, мероприятия, связанные с большой юбилейной датой, 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. 25-й год объявлен в Российской Федерации годом защитника Отечества, в Республике годом защитника Родины. И Ассоциация исторических парков «Россия. Моя история» на федеральном уровне, так скажем, готовит тоже проекты. Я думаю, что мы скоро к ним подключимся тоже. Ну и мы самостоятельно, конечно же, будем создавать выставку, наш профильный отдел, вот эту выставку, посвященную участию якутян нашей республики в их и вкладе нашей республики и наших воинов в дело победы.
Буквально вот на днях мы совместно с Республиканским обществом ветеранов войны, тыла и труда будем проводить мероприятие, посвященное значит, 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Тоже у нас будет работать выставка. Вот в течение, я думаю, что 2 недель будет такая выставка работать. Мы ее возобновим, потому что это очень удачный выставочный проект. Так. Конечно, мы продолжим работать по плану мероприятий в системе образования. Мы проводим совместно с ЕКШИ и Малой академией наук конференцию школьников «Науки юношей питают». Вот, и она вот состоится у нас в этом году с охватом 500 школьников. В рамках плана мероприятий юбилея Победы мы организуем выставку фронтовых писем «Треугольники судьбы» совместно с Национальным архивом Республики. Мультимедийная выставка «Якутия в Великой Отечественной войне», я о ней сказал. Так, ну и целый ряд мероприятий, тут в принципе их довольно-таки много. Будут проводиться и экскурсии, и лекции, и онлайн-уроки, и другие мультимедийные выставки. Очень важным проектом, который у нас будет реализован в этом году, это проект создания экспозиции, постоянной экспозиции, посвященной специальной военной операции и ее героям. Она будет располагаться вот в этом зале. Буквально на днях начнутся уже у нас ремонтные работы. Этот зал будет у нас как бы выведен из оборота где-то на месяц. Здесь будет установлена капитальная такая стена. Вот, и соответствующие работы по электрике уже начнутся. Часть средств мы получили, и остаток средств у нас, мы надеемся, ну, ритмично в этом году получить, для того, чтобы мы смогли этот проект реализовать. Вот. Как вы знаете, мы в 2023 году у нас был проект «Якутия-Новороссия» на эту тему. Мы были практически одними из первых в стране, которые самостоятельно такую выставку поставили. Вот. И она получила довольно высокую оценку не только, значит, общественности и руководства. Здесь были герои наши из зоны СВО, и те, которые приезжали, заходили сюда, здесь, и они отмечали очень высокий, как бы, профессиональную работу по этой выставке. Вот. Эти материалы частично войдут в эту выставку, ну, частично, конечно, мы уже пополняем наши фонды новыми поступлениями. Эти экспонаты все будут тоже там использованы. Так, ну и выставочная деятельность в наступившем году у нас будет тоже федеральные выставки. Вот, «Россия миру» — это о достижениях российской науки, мы тоже ко Дню науки восстановим. Также у нас на подходе выставочный проект «Россия будущего». Вот. Так, и у нас в этом году отмечается 100 лет Гаврилу Иосифовичу Черяеву, и мы в апреле запустим выставку, посвященную нашему выдающемуся государственному деятелю. Так, совместно с Обществом охраны памятников истории и культуры мы планируем реализовать проект по передвижной фотовыставке «Участие якутян в войнах 812-2024 года», 1812, совместно с ВААПИК. Ну, также мы, конечно же, продолжим работу с ресурсным центром «Навигаторы детства», образовательными организациями. Но должен отметить, что это, конечно же, никак не уменьшит нашу работу по другим направлениям. Они, конечно, все остаются и будут продолжены. Вот. Ну, я хотел сильно ваше время не занимать, поэтому вот так довольно-таки быстро изложил наш отчет. И в завершении я хотел бы поблагодарить наших партнеров, которых у нас очень много. Если чьей-то эмблемы здесь нет, прошу сильно нас не корить. Вот. Но, значит, вот у нас их очень много. Да. Ага. Поэтому я хотел бы вас поблагодарить, дорогие коллеги, за сотрудничество. Я думаю, что мы все делаем общее, большое и нужное всем дело. Вот. И приятно с вами работать.
И потому что, в общем-то, идеями мы все, как говорится, нашими брызжем, да, вот, но самое главное, наверное, вот иметь возможность эти идеи претворять в жизнь. А без вас это было бы совершенно очень сложно сделать. Спасибо вам большое, поэтому я бы хотел в наступившем году пожелать вам всем счастья семейного, удачи, благополучия, ну и всем нам, конечно, победы. Спасибо большое. Ну и я думаю, что сейчас наступает время для вопросов. Если таковые имеются, я постараюсь на них ответить. Так, наверное, там нужно, чтобы это было озвучено громко, да? Да? Ага. Добрый день, коллеги. Спасибо большое за приглашение. И у меня такой вопрос. Дмитрий Иванович, когда планируете открытие экспозиции, посвященной СВО и ее участникам? Это поручение президента России, как мы знаем, и сегодня я очень хорошую новость услышала, что она наконец-то в республике будет осуществлена. Да, спасибо большое за этот вопрос. Действительно, это поручение было дано президентом страны еще в 2023 году. Мы сразу же с Министерством культуры приступили к формированию бюджетных заявок соответствующих. Да. Мы сформировали тематический план. Его уже как бы обыграли вот в основе своей на выставке, которую мы реализовали в 2023 году, вот самостоятельно наш отдел реализовал, да. Вот, ну, понятно, что это зависит от бюджетного финансирования. Вот, несмотря на сложности определенные, эти деньги были нам выделены на предварительный закуп материалов и на производство строительно-монтажных работ. Плюс мы должны будем совместно с нашими партнерами сделать дизайн-проект данной выставки. Вот. Ну а тематическое и уже, скажем, документальное, значит, материальное ее наполнение, это уже мы тоже по самым разным направлениям сейчас ведем работу и с координационным центром, который нам привозят экспонаты, и с администрацией Донецкой Республики Народной тоже мы взаимодействуем с советником, через советника Пушилина, да? Вы, наверное, все помните, Кимаковский Игорь Владимирович. Вот, с нашими боевыми товарищами, как говорится, да, которые вот приезжают тоже, мы контактируем, для того, чтобы эта выставка была наполнена именно вот действительно таким хорошим содержанием. Вот. Но это опять же зависит от финансирования. Поэтому мы пока можем только надеяться и рассчитывать на то, что у нас вот это ритмичное финансирование будет обеспечено. Спасибо. Микрофон, может, передадите? У меня не вопрос, я хотел просто в продолжении контекста вопроса. У вас же уголок был здесь, где были и шевроны неофашистов, и вещи участников СВО, и все остальное. Вот их расширите, все нормально будет. Так ведь, да? Можно я пару слов скажу, потому что эмблема нашей организации там показалась. Я представляю Республиканский совет ветеранов войны и труда. И мы самая заинтересованная общественная организация в существовании и в работе вот этого музея. Но когда впервые появилась информация, что будет мультимедийный музей, наши ветераны спрашивали, что же это такое? У нас есть музей исторический имени Ярославского, есть другие музеи, где можно пойти и посмотреть, и потрогать, а что еще? Ну вот дальнейшее развитие показало, что такой музей действительно востребован. Действительно, очень много мероприятий было. Вот не мог Дмитрий Иванович все перечислить. Как судья хочу сказать, что вот на площадке этого музея в связи со столетием Верховного Суда Республики тоже проходила выставка
где были показаны и документы, и вещи, и судебные вердикты исторического значения. И, наверное, тоже было интересно посмотреть, чем же занималась и занимается высшая судебная инстанция республики. И еще интересно, вот сейчас опять к нам обращаются. К 75-летию Победы была проявлена инициатива, раз мы алмазная республика, и у нас алмазы в карманах так просто болтаются, давайте самые большие алмазы с каратами 50 и выше присваивать имена известных в республике людей. Но это было связано с 75-летием Победы, и администрация республики поддержала, акционерная компания поддержала, и здесь была вот выставка, ну это копии были, конечно, да, алмазов, которым были присвоены имена всех 20 героев Советского Союза, которые вот уже навечно закреплены за ними. Конечно, сами алмазы ты не потрогаешь, но копии есть. Я помню, в 80-е годы, что ли, была мода называть звезды на небе именами, ну, начинаешь со своей жены, потом еще кого-то. Звезда есть, и можешь... Тогда все решали деньги, вот когда дикий капитализм был. У тебя деньги есть, ты заплатил, а потом приходишь и говоришь: дорогая супруга, ты не ругайся, я отсутствовал, но он там звезда уже твое имя носит. Это мужчин некоторых спасало. Ну, это шутка, конечно. Ну, вы знаете, кроме этого, к сожалению, сегодня у нас по республике всего в живых 9 участников Великой Отечественной войны. Из них 8 проживает в Якутске, и 1 проживает в поселке Чурман Юргенского района. И вот мы проявляли инициативу, Дмитрий Иванович пошел навстречу, здесь давал интервью живьем, как говорят, участник Великой Отечественной войны Попов Михаил Дмитриевич, участник Курской битвы. Я думаю, что вот эта работа-то у вас же шла, да, и там и другие. И сегодня уже по прошествию некоторого времени, когда уже не с кем будет разговаривать живьем, вот молодое поколение может вживую услышать голос человека, который вот именно был участником Великой Отечественной войны. Это здорово было бы. Думаю, что это, наверное, продолжится. И еще какая прерогатива этого музея? Вот буквально на днях проходила стратегическая сессия с таким громким названием, да, проводило Министерство молодежи. Открыла сессию зампредседателя правительства Ольга Валерьевна Балабкина. Ну, она как ведущий чиновник дала направление и сказала, что хотя вас, общественников, очень много, но вы работаете параллельно друг другу. Нет единой такой собирательного момента. Ну и переводя на великую русскую литературу, можно привести в качестве примера, помните, со школьной программы басня дедушки Крылова «Лебедь, рак и щука». Вроде повозка одна, цель одна, а все тащим в разные стороны. Каждый старается вот работать качественно, но коэффициента полезного действия от этого нету, потому что повозка на месте стоит. Поэтому, естественно, вот этот музей, нужно сказать, он как раз и является тем объединяющим фактором, который нам помогает всем вместе выполнять вот одну цель. Вот сейчас на острие внимания и государственно, да и всех, и доминантой является это патриотизм. Ну, вначале об этом сказал честно Илдархан в одном своем выступлении, что 30 лет мы практически не занимались вопросами патриотического воспитания. Вот буквально позавчера зампредседателя тоже подтвердила, да, мы в последнее время упустили вот эту работу, а теперь все мы бросили скопом, каждый в силу своих уставных полномочий, общественных, государственных, муниципальных, вот это вот вакуум восполнять именно своей работы в сфере патриотического воспитания молодежи. И, наверное, это правильно мы делаем. И вот как раз музей, возглавляемый и работающий под руководством
коллектив Дмитрия Ивановича как раз является вот этой отправной точкой или помогает нам особенно в нашей работе. Вот мы сейчас уже практически заканчиваем приготовление. 27 января будем здесь, на площадке этого музея, проводить мероприятие, посвященное 81-й годовщине полного освобождения от фашистской блокады города Ленинграда. У нас в республике проживает 11 человек, которые имеют вот этот социальный статус житель блокадного Ленинграда. Вот сегодня мы уточняли, оказывается, можем только 4, наверное, сюда привезти, потому что это уже возрастные люди. И, конечно, было бы очень интересно, особенно для молодежи, вживую увидеть тех людей, которые вот в детские годы оказались в такой страшной трагедии в осажденном городе. Но есть примеры очень хорошие, когда блокадники, их вывозили без родителей, с родителями. Они оказывались вот у нас в Якутии, и здесь у них состоялась жизненная биография, они тут всю жизнь прожили, работали и до сих пор живут. Поэтому я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить Дмитрия Ивановича, да и весь коллектив музея за вот ихнюю такую работу повседневную, может быть, для кого-то и незаметную, но нужную. И надеюсь, что мы и дальше продолжим эту работу. Хотя у нас есть практика, да, чтобы какое-то основание было, как юрист хочу сказать, мы заключаем соглашение. Это уже правовые основания, это правовой документ. И уже можно на него ссылаться, что вот мы согласились вместе работать. Вот пункт 4, давайте вы нам там помещение выделите, или мы вам молодежь привезем, или ветераны сюда привезем, чтобы это было. И это помогает не только в материальных вопросах, но и в морально-психологическом, потому что уже появляются какие-то обязательства двухсторонние. Я советую, если тут сейчас находятся представители общественных организаций, это делать. У нас соглашение с Министерством молодежи есть, у нас соглашение есть с штабом поддержки Единой России, и иногда это помогает в работе, особенно в организационных вопросах. Просто говоришь, вот ты подписался, давай теперь вместе дальше работать. Так что большое спасибо и желаю дальнейшей очень хорошей, эффективной работы и на наше взаимодействие. Спасибо, Вильям Ачирович. Ну, ваши предложения мы обсудим и вам сообщим итоги. Вот. Потому что это действительно очень важная работа. У нас вот этой работой по сохранению такого вот наследия, да, занимается Национальный центр аудиовизуального наследия народов республики. Конечно, у них сил не всегда хватает. У нас тоже есть свои вот планы, они как бы все более такими громоздкими иногда выглядят, да. Но тем не менее, это важнейшее дело, поэтому мы эту работу действительно должны вести в меру своих сил и возможностей. Я согласен с вами. Спасибо. Коллеги, там по видеоконференц-связи, может быть, у тех, кто подключился, есть тоже желание задать вопрос или выступить? Есть, да? Если... Да. Коллеги, есть там, кто-то, может, руку поднял? Нет такого? Вы видите, да, участников? Так, ну, тогда, если нет никаких вопросов, пожеланий... Да, пожалуйста, Дмитрий Андреевич. Дмитрий Андреевич Апросимов, Апросимов, я прошу прощения, значит, руководитель регионального отделения Общества знания, регионального филиала Общества знания России. Добрый день, уважаемые присутствующие, уважаемый Дмитрий Иванович. Вот сегодня мне было приятно услышать в ходе публичного отчета, что Дмитрий Иванович уделил отдельный слайд по нашей совместной деятельности в прошлом году.
Но Дмитрий Иванович немножко поскромничал. Он в прошлом году еще оказал нам содействие в плане привоза и участия в выступлении для студентов советника главы ДНР Игоря Владимировича Кимаковского в Северо-Восточном федеральном университете. И вот благодаря стараниям Дмитрия Ивановича, он, как уже отметил в своем выступлении, в Якутск приезжал Николай Стариков, Дмитрий Иванович проявил инициативу и предложил, чтобы Стариков тоже выступал от имени Российского общества знаний и проводил такое мероприятие. И благодаря вот стараниям Дмитрия Ивановича мы стали лидером среди субъектов Дальнего Востока по количеству выступлений топ-лекторов на мероприятиях Российского общества знаний. Это и Кимаковский, да, это и Стариков, и это, ну, нас поблагодарили за это. И у меня вот приятная миссия вот от имени генерального директора Российского общества знания Максима Алексеевича Древоля хочу вручить вам благодарность за упорную и эффективную работу по продвижению идей и поддержке просветительских проектов Российского общества знания. Благодарность вручается Соловьеву Дмитрию Ивановичу. Анатолий, сфотографируйте, пожалуйста. Вот надеюсь, что мы в этом году еще сильнее синхронизируем наши совместные действия и будем и дальше продвигать работу по просвещению жителей нашей республики. Спасибо. Да, несомненно, мы продолжим эту работу, и очень приятно, что у нас вот работа общества знаний, она действительно выходит на совершенно другой уровень. Спасибо. Так, да, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый Дмитрий Иванович, так, я представлюсь, я директор детского подросткового центра города Якутска. На нашей базе открыт Дом юной армии города Якутска, первый в республике, который был за нами. Сейчас пошло, значит, большое юноармейское движение в городе, которое мы курируем. И мне хочется сегодня поблагодарить, Дмитрий Иванович, вас, ваш замечательный коллектив, и творческий, и профессиональный. Почему? Потому что все мероприятия, которые мы проводим совместно, вы стали той площадкой, вон как раз наши юноармейцы на видео, значит, юноармейцев, это как родной дом, потому что мы сюда приходим и чувствуем, что здесь и атмосфера, и вы создаете все условия. Самое торжественное мероприятие, которое посвящение в юную армию, которое идет в нашем городском округе город Якутск, проходит в этом прекрасном зале. Я хочу пожелать вам, конечно же, творческих успехов, интересных совместных проектов. Год у нас впереди очень выдающийся. У нас впереди с вами еще большой проект «Битва на Ильмени», реконструкция на озере Сайсарском, где мы с вами уже на протяжении 10 лет, в юбилейные года, проводим этот проект с уроками мужества, где мы проводили съемки на вашей территории. Вот, я думаю, что вот интересные вещи, вот те идеи, которые вы нас привлекаете как социальных партнеров, мы всегда чувствуем вашу надежную опору, потому что действительно вы нас поддерживаете. Первый юноармейский бал, который у нас проходил в нашей республике, он проходил именно здесь. Сейчас у нас будет проходить третий бал. Надеюсь, что тоже вы нас примете в этом зале. Будет юноармейский бал Победы. Поэтому очень важное мероприятие, которое начинается с таких стен, с такого места, который ребенок приходит в этот мультимедийный центр. Действительно, он попадает в особую атмосферу и уходит отсюда с наполненный, переполненный какими-то эмоциями, которые способствуют тому, чтобы он действительно формировал в себе такие позиции, как гражданин, как патриот и как инициатор интересной, активной жизненной позиции. Спасибо вам и всему большому коллективу за то, что вы создаете и делаете. Ну и, конечно же, оценка вашей работы, она высока. Спасибо. Матрена Михайловна Филиппова, главный специалист отдела социокультурной работы и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и духовного развития.
Так, ну, сегодня мы услышали очень содержательный отчет. Я хочу повториться и отметить очень такой сплоченный, творческий, креативный коллектив музейного комплекса «Моя история». Большую работу по сплочению коллектива руководства музея Дмитрия Ивановича, Марьяны Артуровны и всем своим коллегам. Мне очень приятно передать привет от Афанасия Ивановича. Он очень хотел сегодня подойти на публичный отчет. И вообще-то сегодня я предложу, наверное, своим коллегам перенять опыт Министерства науки, в будущем рассмотреть, перенять опыт Министерства образования и науки по проведению публичных отчетов среди подведомственных учреждений. Очень даже приятно услышать вообще отчет. Содержательный отчет, очень хороший. И передать такую библиотеку музейного комплекса, пока последнее издание, 3-й том, очень уникального издания материального каталога народов Якутии. Вашу библиотеку. Да, очень надеемся на совместную работу. Ну, я хотел, во-первых, сказать еще раз слова благодарности и Наталье Николаевне, и Матрёне Михайловне, всем коллегам, которые сегодня подошли, которые присутствуют на видеоконференции. Да? Без вас, опять же, мы бы не могли реализовать свой потенциал. Какими бы мы талантливыми не были, любое наше обращение – это всегда поддержка. Министерство культуры, мы абсолютно от вас не ушли, мы и душой, и сердцем остаемся с вами. И, конечно же, мы работаем же на республику. Мы же не на отдельное ведомство работаем, так? Поэтому по линии Министерства культуры всегда это очень яркие мероприятия, очень наполненные таким духовным смыслом, да, таким история, культура наша, да? Поэтому мы обязательно будем реализовывать совместные проекты. И Афанасию Ивановичу большое спасибо за доверие, за такой шикарный подарок. Хотел пожелать, если уже нет выступлений, да, может быть, еще кто-то хотел что-то высказать. Спасибо большое, дорогие друзья. Как говорится, только вперед, навстречу грядущему дню. Спасибо.